Между тем, по факту авиакатастрофы, но случившейся уже в Якутии, возбуждено уголовное дело. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Оленёкском районе. Напомним, что 31 октября в 220 километрах от поселка Оленёк разбился самолет «Птенец-2» с пилотом и пассажиром на борту. В результате катастрофы летчик погиб. Подробности трагедии в сюжете Афанасия Николаева. 31 октября из поселка Оленёк вылетел самолет «Птенец-2» с одним пассажиром и пилотом на борту. Согласно полетному заданию, они должны были совершить облет для подсчета поголовья оленей недалеко от границы Якутии и Красноярского края. Полет выполнялся в рамках исполнения обязательств по договору, заключенному между владельцем воздушного судна и муниципальным унитарным предприятием «Оленёкское». На борту воздушного судна находилась 59-летний пилот и 47-летний пассажир, представитель предприятия. В 220 километрах от поселка Оленёк у самолета появился левый крен. Пилот несколько раз стабилизировал положение воздушного судна. Но в один из моментов кренения парировать не удалось. Борт свалился на крыло, начал терять высоту, зацепил скалы и разбился. Выживший Анатолий Егоров дал эксклюзивное интервью нашему каналу. После столкновения с горой летчик, он, видимо, был не пристегнут привязными ремнями, вылетел через лобовое стекло. Я был пристегнут и остался в кабине благодаря ремням безопасности. Кроме того, учитывая левый крен, весь удар пришелся на левую сторону, где сидел пилот. Из-за тяжелых травм пилот оставался на том месте, где упал. Он был в сознании, несмотря на серьезную боль. Мужчины подали сигнал бедствия по спутниковой системе СПОТ. Разбитый самолет не мог защитить их от холода, дров в округе не было. Чтобы выжить, пилот и пассажир жгли обивку сидений и все, что смогли найти. Несмотря на все усилия Анатолия, ночью 59-летний летчик умер от ран. Состояние пилота с каждым часом ухудшалось. К 11 ночи он умер. Ночь прошла, и на следующий день в 2 или 3 часа прилетел вертолет со спасателями. В день катастрофы вертолет не смог вылететь на поиски из-за опустившейся ночи. Спасатели смогли эвакуировать Анатолия и тело погибшего пилота в 3 часа дня 1 ноября. Пострадавшего немедленно госпитализировали в районную больницу. Сейчас его состояние не внушает опасения врачам. Обследуем больного, лечим. Состояние в настоящее время сохраняется средней степени тяжести. Получает лечение соответствующее. Всего выполнение поисково-спасательных работ было задействовано 16 человек личного состава и 3 единицы техники. В данный момент прорабатываются 3 версии катастрофы. Это погодные условия, ошибка летчика и отказ техники. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин авиационного происшествия. Расследование дела продолжается. Афанасий Николаев, Вера Ларионова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск, Оленёк.